Когда Аллах Субхану ва Тааля создал и изначально создал перо, калям, и сказал: пиши. Что же мне писать? Воскликнул калям. Пиши моим именем, говорит Аллах Субхану ва Тааля. И первое то, что написал калям, перо, божественное перо, это слово бисмиллях, то есть именем Аллаха. И в это же мы видим, что Коран начинается со слова бисмиллахир рахманир рахим, то есть именем Аллаха Всемилостивого и Всемилосердного. Бисмиллахир рахманир рахим мифтаху кулли китабин. То есть бисмиллахир рахманир рахим – ключ всех божественных книг. Второй хадис, который говорит то же самое: «Куллу амрин фи балин лам ябда фихи би бисмиллахи фахуа акта». Любое дело, которое вы начинаете без поминания Аллаха и не произносите бисмиллахир рахманир рахим, не будет успешным. Не будет успеха в тех ваших делах, если вы перед началом какого-либо дела не произнесли бисмиллахир рахманир рахим. Предупреждает Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, что каждое хорошее, доброе дело, кроме вот этих плохих дел, например, нельзя, величайший грех, проговаривать бисмиллахир рахманир рахим и употреблять запрещенные в виде алкоголя, в виде свинины или в виде чего-то, или в виде каких-то нехороших, плохих поступков, безнравственных поступков. Если мы говорим бисмиллахир рахманир рахим и совершаем какой-то безнравственный поступок или принимаем какую-то запрещенную харам пищу или какие-то запрещенные виды там алкоголя или что-то, да простит Аллах, астагфируллах, то мы будем наказаны за это, мы будем прокляты Аллахом. Речь идет о тех делах, которые нам разрешены, и Аллах доволен этими делами. И в этих делах, в этих своих действиях мы должны проговаривать бисмиллахир рахманир рахим. Ман арада ан юнджияху Аллаху та'аля мин 19 забаньятан фальякра бисмиллахир рахманир рахим. Если вы хотите уберечься от наказания в аду и не попасть к этим 19 зубани. Зубани – это те ангелы, которые будут по приказанию Аллаха наказывать грешников в аду, джаханнаме. Если вы не хотите попасть к ним в руки, то постоянно произносите бисмиллахир рахманир рахим. Потому что, как говорят величайшие ученые, что слово, фраза бисмиллахир рахманир рахим – это как меч. Им можно разрубить даже горы, говорят они. Что из любого, то есть это смысловое понятие, что из любого положения, произнеся бисмиллахир рахманир рахим, из любого трудного положения ты найдешь себе легкость, ты найдешь себе облегчение. И еще один хадис. بسم الله الرحمن الرحيم ما من أحد يقصد دخول البيت إلا ويتبعه الشيطان فإن دخل البيت فقال بسم الله الرحمن الرحيم يقول الشيطان لا مدخل إلا في هذا البيت. То есть, если кто из вас решился зайти к себе в дом или в какое-то помещение, независимо, в мечеть или куда-нибудь, то пусть произнесет слово бисмиллахир рахманир рахим, говорит Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Почему? Да потому что за каждым человеком следует шайтан. И когда человек произносит бисмиллахир рахманир рахим, шайтан говорит, что нету возможности войти мне в это помещение, в этот дом, к этому человеку, или в эту мечеть, или в какое-то другое помещение, заведение, чтобы там спутать человека, чтобы вытащить из него все эти моральные, нравственные ценности и запутать его. Почему мы, приходя домой, большинство людей, большинство мусульман начинают нервничать? Да потому что вместе с ним домой заходит шайтан. Если он заходит в спешке и не произнес бисмиллахир рахманир рахим, кроме того, как произнести бисмиллахир рахманир рахим, мы должны еще поприветствовать. Это говорится в Коране.
Даже если никого нету, ты произнеси ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сами произнесите, поприветствуйте себя, говорит Аллах субхану ва тааля. Значит, заходя домой, мы должны произнести заходя бисмиллахир рахманир рахим и поприветствовать тех, кто дома. А если никого нету, все равно произносим ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. То есть мы всегда должны помнить, что Аллах субхану ва тааля, Он единственный, и только Его именем творится добро. Только Его имя помогает нам выпутаться из тех трудных ситуаций, в которые мы иногда попадаем. Только Его имя помогает сохранить спокойствие и теплоту семейного очага. И только Его имя помогает нам объединиться и уважать друг друга. Это слово, эта фраза «Бисмиллахир рахманир рахим».